Финской радиостанции «Эхо Москвы». Авторская программа «Послесловие». Я Азамат Саитов. За звукорежиссерским пультом Никита Полянин. Напоминаю для наших подписчиков в социальных сетях, что радиоэфир также доступен в Фейсбуке, Ютьюбе. Так мы начинаем. Разговоры о судьбе одной из гор, входящих в группу башкирских шихан, а именно Таратау, в последнее время будоражит общественность, ученых, политиков, становится топовой темой не только для местных, но теперь уже еще и федеральных СМИ. Порой даже уже и непонятна стилистика обсуждений. То ли речь идет о чистой экономике, то ли о политике, то ли в основе всего недовольство людей в целом социальным укладом в обществе. О том, что башкирские шиханы станут камнем преткновения в вопросе дальнейшего производства соды и ее компонента для всей российской экономики, мы еще пару лет назад и не предполагали. Но объективная реальность обнищания народа на фоне воровства бюджетных миллиардов, невиданных зарплат депутатов, федеральных чиновников и государственных олигархов, посягательство на пенсионную систему, правовой беспредел в глубинке, все это может стать детонатором общественного возмущения. По крайней мере, один из фитилей уже тлеет у подножия горы Таратау. Сегодня гость послесловия, генеральный директор башкирской содовой компании господин Ан Ендок. Приветствую и вас. Здравствуйте. Ну, во-первых, благодарю вас за то, что вы пришли ко мне на программу. Тем более, что до сих пор вы, как мне стало известно, не баловали вниманием какое-либо башкирское СМИ. Вот давайте мы начнем с актуальных вещей. Вот сегодня с утра, как мы все знаем, вот все СМИ бурно обсуждают результаты вчерашнего дня выборов, прошедшего как в регионе, так и по всей России. Ну, вложу, как говорится, свои 3 копейки в эту тему дня. Насколько мне стало известно, кандидат от башкирской содовой компании Сергей Лобастов, директор по связи с общественностью, опережает по предварительным пока результатам своих конкурентов на Химском избирательном округе, с чем вас лично я и поздравляю. Ну, правда, накануне вот голосования, не могу без ложки дегтя, накануне голосования одной из башкирских СМИ опубликовала скрин любопытного документа, вот у меня в руках. Это внутреннее распоряжение по конкретному подразделению башкирской содовой компании РСМУ, в котором работников цеха и членов их семей, отпускников, декретников обязали отдать голоса в пользу своих кандидатов Лобастова, Кайнова. Но это, как говорится, ваш монастырь, я со своим уставом туда лезть не собираюсь. Упомянул уже об этом факте по одной причине. Все же достаточно высок интерес моих коллег к событиям, имеющим отношение к башкирской содовой компании. Просто как пример. И потому перейду непосредственно к основной теме. Каким видится вам нынешнее развитие событий? Имеется в виду дальнейшая судьба башкирской содовой компании. Глазами генерального директора. Глазами генерального директора, да. Значит, весь вопрос в том, что я и моя команда вошла в производство соды в 2013 году. В 2014 году мы вплотную занялись этим. Соответственно, разработали инвестиционный план, который, ну и увеличили резко, двукратно увеличили ремонтный фонд. И таким образом мы, в общем, застабилизировали работу производства. И сейчас мы, если в начале 2014 года объем производства был 1 400 000, сегодня мы на 1 700 000, и следующий год 1 700 000. И наш план на 2 миллиона. В соответствии этого плана мы разработали инвестиционный план, план инвестиций. И при этом, конечно, мы были, так, не скажу, что уверены, но мы понимали, что сырье должно быть, да? И поэтому каждый год по 2,5-3 миллиарда
инвестиции, в основном это на содовое производство. Учитывая то, что до этого содопроизводства инвестиции были очень маленькие. Далее вопрос встает такой, что осталось теперь сырья всего на 5, максимум на 5, ну, в принципе, уже на 4 года, теоретически на 4 года. И вопрос с сырьем так и не решился. То есть уже год мы проели. Понятно. Вот, господин Дан, не стану скрывать, перед нашей встречей говорил со многими экспертами, учеными, общественниками, политиками, общался с руководителем республиканских министерств и ведомств, просматривал публикации в башкирских СМИ, наткнулся, в частности, на высказывание лидера «Справедливоросов» Сергея Миронова во время недавнего визита в Уфу, в котором он заявил, прямо так вот процитирую его, что полностью поддерживает защитников уникальных геологических образований. И вот цитата: «Как горный инженер геофизик с 20-летним стажем говорю с полной уверенностью. Запасы известняка в регионе огромны. Просто БСК дешевле разрабатывать, месторождение, которое ближе. Рентабельность у компании сумасшедшая. Найдите месторождение известняка немножко дальше». А нет. Они с упорством, достойным лучшего применения, делают все, чтобы разрушить уникальный памятник природы. Это было мнение вот федерального политика. А вот вопрос, который просил задать вам председатель Союза укологов Республики Башкортостан Александр Веселов. Я тоже с ним связался, он, правда, сейчас на отдыхе за пределами республики, но тем не менее он со мной связался. И вот просил вначале привести вот такие цифры, которые он хотел озвучить. БСК сбрасывает в реку Агидель 20 миллионов кубометров дистиллярной жидкости, а это примерно 40% по массе от всего объема сброса сточных вод по республике. Хлориды, это он дальше пишет, известь сбросов приводит к ущербу рыбного хозяйства, невозможности использовать речную воду для полива сельхозкультур и для питьевых целей ниже Стерлитамака примерно до 60 километров. Как правило, уточняет господин Веселов, залповый сброс из белых морей производится в период половодья, вследствие чего на Агиделе нет природного ледохода. Лед просто тает под воздействием дистиллярной жидкости. Вопрос от господина Веселова. Как башкирская содовая компания компенсирует этот ущерб и в каком году будут покончены с этими сбросами и как скоро будут ликвидированы сами белые моря? Ну, вот такой комментарий, так будем говорить, такие вещи, когда экологи, там еще кто-то говорит, это мне напоминает одну ситуацию выбора председателя колхоза. Угу. Когда выбрали, предлагают одного человека, все за, но тут встает конюх Иванов и говорит: нет, вот у него семья плохая, в частности, говорит, дочь гулящая. Вот как можно доверить колхозу? Тут все, какая дочь, у него дочери нет, у него сын. Ну, мое дело просто сигнализировать. Ну, точно так же, ведь, можно много фактов наговорить, да, вот, допустим, один отрицательное так, звучание, залповые выбросы. Это вот окраска такая, да, сразу все сбросили, все плохо стало. На самом деле, как мы сбрасываем дистиллярную жидкость? Мы связываемся, у нас есть четкая взаимосвязь с Юмагузинским водохранилищем, да, и мы знаем объемы сброса с водохранилища. В соответствии с этого расчетами, подтверждая расчетами, мы сбрасываем ровно столько для того, чтобы не нарушать требования рыбоводческим требованиям. Да, я связывался с Росприроднадзором, они подтвердили, что Башкирская содовая компания осуществляет сброс дистиллярной жидкости в пределах тех норм, которые им установлены. Это да, но господин Веселов, он председатель Союза экологов. Да, теперь насчет экологии, да? Да. Если это вот, 60 километров, там все пустыня. А что за рыбу ловят после нас?
Очень много рыб. Я же тоже могу точно так же Хорошо, нет, господин Иван, в чем выражается экологический ущерб? Хотелось бы понять. но это мнение председателя Союза экологов вот республики. Я, и говорю, я его привел. Да. Мы услышали ваш ответ. Я не буду никак комментировать ни мнение Веселова, ни ваше, потому что имеющие уши да услышат, потому что я озвучил мнение председателя Союза экологов, который говорит, что сброс дистиллированной жидкости в реку Агидель пагубно влияет на флору, фауну самой реки. А вы ответили. То есть на его вопрос ваш ответ. Хорошо. Пусть делают выводы те, кто нас в эту минуту слушает. Ну, и что касается по ледокольному режиму, летному режиму, на самом деле концентрация хлоридов так низка, что на температуру замерзания воды не влияет. Но ведь многолетние наблюдения показали, что действительно ледохода нет на реке теперь. Понятно. Понятно. Но вот, кстати, хорошо. В продолжении вот разговора я, как человек настырный, залез на сайт Минэкологии и нашел следующую справочку, с которой хотел бы вас ознакомить для последующего комментария. Вы уж потерпите то, что я буду цитировать, но разговор серьезный, поэтому без ссылок на какие-то авторитетные источники или на мнение авторитетных людей нельзя, конечно. Вот называется сей документ так: «Влияние акционерного общества Башкирской содовой компании на состояние водных объектов Республики Башкортостан». Это с сайта Минэкологии я снял информацию. Так вот, согласно ему, по данным государственных докладов о состоянии природных ресурсов и окружающей среды Республики Башкортостан за 2015-2017 годы, составленных с использованием предоставленных территориальным органам Росводресурсов, отделом водных ресурсов по Республике Башкортостан, это свод называется «Сведения об использовании водных ресурсов по Республике Башкортостан», Башкирская содовая компания является наиболее крупным источником антропогенного воздействия на окружающую среду по массе сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты. В 2015-2016 году, пишет дальше ведомство, указанным предприятием было сброшено в реку Белая от 49 до 55 миллионов кубометров загрязненных сточных вод, что составляет порядка 20% от общереспубликанского объема сброшенных в водные объекты республики. В то же время доля массы загрязняющих веществ, поступивших в 2015-2016 годах с объектов Башкирской компании в поверхностные водные объекты, в совокупной массе сброса загрязняющих веществ по Республике Башкортостан является наибольшей, порядка 90%. В 2017 году предприятие осталось лидером по вносу загрязняющих веществ в водные объекты по субъекту Российской Федерации. Ввод в эксплуатацию станции фильтрации дистиллированной жидкости, о котором, кстати, на одном из эфиров «Эхо Москвы» упоминала и госпожа Буртова в разговоре с профессором Сафаровым. Так вот, ввод в эксплуатацию станции фильтрации дистиллированной жидкости фактически не дает ожидаемого эффекта. На сегодняшний день Башкирская содовая компания по-прежнему является самым крупным загрязнителем водных объектов Башкортостана. Вот такое документ сей вычитал я на сайте Минэкологии. Ваш комментарий? Ну, Минэкология много когда. Это я больше чем уверен, что если бы Минэкология ко мне пришла, и у Минэкологии много власти, да, так же ведь. Если это действительно так, почему они не пришли, не закрыли завод? У меня вопрос к ним. Плохо работает. Есть возможность? Нарушение есть или нет? Если нет нарушения, то нельзя говорить о вредных воздействиях. Да? А о вреде, когда мы говорим о вреде, все же понимают, что это вред такой неисправимый, который вообще невосполнимый. Если это так, то почему Минэкология не занимается нами? Ну, может быть, у Минэкологии нет соответствующих инструментов для природы есть, все есть. Все есть. Прекрасно. И эти заявления говорят либо о их бессилии, либо невозможности к нам. А вообще, вот как вот рабочие контакты осуществляются с природоохранными? Они приезжают по полграфику,
Либо, если есть какие-то претензии, то приезжают и Это и комиссию, Росприроднадзор, да, и Минэкология. Да. И, Поэтому- и уходят они вот, с какими пожеланиями? Удовлетворены же ли они вашими объяснениями? Удовлетворение всегда, потому что у нас специалисты очень высокой квалификации, которые всегда аргументы есть, которые их, так будем говорить, высказывания несостоятельны. То есть, вот, господин Ан, получается вот такая же ситуация, которую мы сегодня наблюдаем в ближайшие, вот, хотя бы в этом году. Одна сторона говорит, приводит свои доводы, другая сторона приводит контрдоводы. И получается, что ни та, ни другая сторона не слышит друг друга. Нет, доводов нет от Минэкологии. Он говорит просто. Ну нет, Да. я же вот привел Не, конкретные я понятно, цифры. нет, доводы о чем? Факт. Фактура есть? Нет фактуры. Да. При этом, допустим... А уровень загрязнения реки Агидель? Это не является... Агидель я не знаю, это мы белые сбрасываем, во-первых. Но белые Агидель Когда- это одна и та же одна и река. та же. Ну что, какие факты? Ну, сбрасываем. Много. Тогда хотя бы тогда сельское хозяйство вы запретите, потому что талые воды это еще большая беда на самом деле. Так? Ну хорошо, ладно. Я в последующем разговоре не буду называть нашу красивую реку Агидель ее родным названием. Вот говорите, Ну, я белая, чтобы просто было- не знал. А ну вот, Да. Агидель с башкирски переводится как белая река, Ак-Идель. И упрощенно просто называется сегодня белая. А так у нее название Агидель. Так вот, еще одна относительно свежая новость, которую я вот дособирал вот к нашему разговору. Где-то на днях, ну, относительно недавно, может быть, неделю назад, была такая свежая новость. Центр избирком Башкортостана была направлена заявка на проведение референдума о статусе горы Таратау. Слышали вы или нет, я не знаю. Если нет, то я... Ага. Инициаторы – это группа из 2 десятков местных активистов, и общественники предлагают вынести на всенародное голосование такой вопрос. Считаете ли вы необходимым снять статус особо охраняемой природной территории с комплексного памятника природы горы Таратау для последующей промышленной разработки горы на сырье? Ну вот, предположим, если ЦИКом заявка будет признана соответствующей законодательству, то депутаты Курултая, теперь уже новые депутаты Курултая, должны будут утвердить формулировку вопроса, а затем комиссия решит вопрос о регистрации инициативной группы. Но я рассказываю, как процедура это будет проходить. Господин Анна, вот если подобное, допустим, случится, и народ скажет нет, что будет делать башкирская содовая компания? Ну, первый я бы вопрос ставил бы более корректно, да? Можно поставить вопрос о сохранении Шихана. А может, надо поставить вопрос о сохранении города, второго города республики. Но я не могу сейчас это решать за Вот активистов, я которые говорю, выдвинули инициативу. Да, а вот может... А чем вам не нравится вот эта формулировка? Еще раз я вам зачитаю. Считаете ли вы необходимым снять статус особо охраняемой природной территории с комплексного памятника природы горы Таратау для последующей промышленной разработки горы по Потому сырью? что предмет сакральности этой горы возведено до такого уровня, что это будет некорректно. Это окажется так, отдать мать дом престарелых или нет. Вот тут также вопрос стоит. Это же дико, да? Ну, знаете, вот если бы меня спросили мое мнение, я бы тут, может быть, не стал бы в качестве довода использовать такой термин, как сакральность горы. Многие доказали сегодня, что помимо того, что это, как говорят, намоленные места для коренного населения, это еще и всемирные святыни, которым 300 миллионов лет, и которые, насколько я знаю, это схоже лишь с австралийским этим высоким рифом.
Поэтому просто говорить о сакральности, это слишком, наверное, мы суживаем эту тему. Но, тем не менее, вот уже мы по времени приближаемся к нашему перерыву на федеральные новости. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, а буквально через несколько минут мы вновь вернемся в нашу студию и продолжим разговор. Напоминаю, что у меня сегодня в гостях Ан Яндок, генеральный директор башкирской содовой компании. Не уходите далеко от своих радиоприемников. Дальше, думаю, будет интересно. В Москве 13 часов 30 минут, новости. Курс евро на московской бирже превысил отметку 81 рубль. В последний раз такого уровня европейской валюты достигала в марте 2016 года. Доллар, в свою очередь, вырос до 70 рублей 10 копеек. В Москве подростки решили устроить бессрочную акцию протеста против неэффективной власти. Сейчас около памятника Твардовскому на Страстном бульваре находится около 15 человек. Напомню, накануне в Москве, Санкт-Петербурге и десятках других городов страны прошли акции протеста против пенсионной реформы. По данным УВД-инфо, были задержаны более 1000 человек, среди них много молодых людей и подростков. Явка избирателей на выборах мэра Москвы в итоге составила почти 31%. Об этом сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. На сегодняшний день, по-моему, практически кроме одного участка, еще досчитывают. Остальные все уже выехали. Так что в ближайшее время мы это закончим. Если говорить о явке, 30-89, расклад голосов с большим отрывом лидирует Собянин Сергей Семенович, на втором месте Кумин Вадим Валентинович, на третьем Свиридов Илья Тимурович, потом Дегтярев Михаил Владимирович, и на последнем месте Балакин Михаил Дмитриевич. Высокая явка за 70 была на загородных участках, образованных за пределами Москвы. Единая Россия уступила КПРФ на выборах депутатов региональных парламентов в Хакасии, Ульяновской и Иркутской областях. В ассоциации «Голос» говорят, что это худший результат единороссов на выборах в региональные парламенты за 11 лет. Также стоит отметить, что в 4 регионах России пройдет второй тур губернаторских выборов. Действующим руководителям будут также противостоять коммунисты в Хакасии и Приморье, а также представители ЛДПР в Хабаровском крае и во Владимирской области. Второй тур назначен на 23 сентября. Глава СБС Лесли Мунс ушел в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах к женщинам. Кроме того, он и его медиакомпания пожертвуют $20 миллионов организациям, отстаивающим право женщин и равноправие полов на рабочих местах. Эти средства будут вычтены из компенсации гендиректора за досрочное расторжение контракта. Ранее более десятка женщин обвинили Мунса в непристойном поведении. Глава СБС признал связь с 3 из них. Министерство культуры России предлагает ограничить процент ежедневных сеансов одного иностранного фильма. Это подтвердила ТАСС глава департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова. По ее словам, количество сеансов не может превышать 35% от общего числа показов всех фильмов. Министерство культуры считает, что это пойдет на пользу прокату отечественных лент. И о погоде. В Москве сейчас плюс 18 градусов, давление 751 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха 66%. Ночью обещают плюс 10-12 градусов, завтра днем плюс 21-23, местами небольшой дождь, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Марина Старостина, служба информации, Эхо Москвы. Реклама. С 17 по 21 сентября 2018 года в ГКЗ «Башкортостан» состоится второй международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова. Справки по телефону 273 78 89. Набор водителей такси. У нас всегда для вас много работы. Служба заказа «Такси Мотор» 2 900 900. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляет рубрику «Говорим по-башкирски». Выборы. Хайлаудар. Выборы в Государственное собрание. Дәүләт йыелышына хайлаудар. Выборы в Государственное собрание. Дәүләт йыелышына хайлаудар.
В Башкирии состоялись выборы в Государственное собрание. Башкортостанда дәүләт йыелышына сайлаулар үтте. В Башкирии состоялись выборы в Государственное собрание. Башкортостанда дәүләт йыелышына сайлаулар үтте. Эхо Москвы в Уфе и общественная организация «Берземлек» представляет рубрику «Говорим по-башкирски». Послесловие с Азаматом Саитовым. Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. Это программа «Послесловие». Я Азамат Саитов, и у меня в гостях Ан Ендо, генеральный директор башкирской содовой компании. Вот, господин Ан, кстати, о сырье, коль мы уже подходим к наиболее такому главному для предприятия вопросу. Вот проясните для нас, вот есть такое акционерное общество «Сырьевая компания». Половина акций компании принадлежит башкирской содовой компании, а вторая половина компании Heidelberg Cement Rus, если я точно так вот называю эту фирму. Вот, однако, спикеры башкирской содовой компании СМИ заявляли неоднократно, что сырьевая компания независимая от башкирской содовой компании фирма. Но вот, коли так получается, вот вопрос у меня сразу возник такой, то у БСК вообще нет сырьевой проблемы, ведь она не является недропользователем по логике вещей. Так ведь получается. Карьер Шахтау принадлежит сырьевой компании, которая продает сырье башкирской содовой компании. То есть сырьевая проблема возникает именно у акционерного общества сырьевая компания. Причем тогда тут башкирская содовая компания? Ну, я, честно говоря, не знаю, какие спикеры говорили о том, что сырьевая компания независимая. Да? Она не может быть независимой от БСК, если принадлежит 50% его акций башкирской содовой компании. Ну, госпожа Бортова тоже у нас в эфире тоже говорила, что Heidelberg Cement это отдельная фирма. Давайте так. Я генеральный директор, я лучше знаю. Хорошо, принимается. Поэтому все заботы сырьевой компании это наши заботы. Мы большими ресурсами обладаем, финансовыми, всеми техническими, поэтому мы занимаемся этим. Ну хорошо, тогда еще один вопрос о сырье. Вот согласно законодательству месторождения, здесь не распределяется через конкурсы и аукционы. Вот не является ли в связи с этим требования того же министра промышленности Мантурова, федерального министра, отдать Таратау на разработку именно башкирской содовой компании? Не является ли это нарушением антимонопольного законодательства? Вот вы на той же встрече с журналистами, вот, которая проходила на минувшей неделе, к сожалению, не дали четкого ответа, а вот журналист сайта ПРУФУ задал таким вопросом для себя и в своей публикации, и напоминает, что почему, вернее, ставит вопрос, почему у башкирской содовой компании есть право первой ночи, по вашим словам, он ваши, видимо, слова приводит, и почему именно ваше предприятие должно выиграть этот конкурс. Только лишь по той простой причине, чтобы, как будет, вы сказали, что будет обоснование техническое, технологический процесс отлаженный. Но если аукцион выиграет другая компания, такая же, как ваша сырьевая компания, вот разве она не может дать такие же обоснования, что будет поставлять сырье тому же БСК, но уже по рыночной цене? И среди таких конкурентов может быть недавно заявленное в средствах массовой информации предприятие «Ишимбайский известняк». Вот что вот на вот такую дилемму сырьем вы скажете? Хорошо, я скажу так. При нынешней ситуации, да, с Таратау, с горой, кто рискнет вложить денежные средства на геологоразведку? Ну, это вопрос риторический. Не риторический, это, я думаю, никто не найдет. Потому что мы готовы вложить средства на геологоразведку, хотя 100% гарантии того, что эта гора подойдет, это ведь никто не может 100% гарантии дать, да?
Пусть рискнет. Вы сейчас о какой горе говорите? О Таратау. Да. То есть вы хотите... И поэтому мы готовы вложить туда финансовые средства не только на разведку, но и на все обременения, которые могут возникнуть в связи с этим. Если я вас правильно понял, получается, что даже сегодня состав горы Таратау еще до конца не апробирован вами, коль вы говорите, что вы готовы вложить средства в геологоразведку. Дело в том, что для того, чтобы получить разрешение на использование и на запасы государственные, да, государства, надо провести регламентные работы. Но ведь я тогда... Это же не значит, что мы сейчас гору возьмем и сразу начнем разрабатывать. Мы его начнем сверху донизу бурить, проводить анализы, доказать о том, что эта гора подходит. То есть, получается, с ваших слов, что не факт, что Таратау еще подходит для технологической цепочки Башкирской компании. Я хочу сказать, что у меня есть большая уверенность, что подойдет. Но моя уверенность не будет документом для государства, чтобы выдать лицензию на разработку. Я приду и скажу: нет, дайте мне это. То есть я должен государству доказать, что эта гора подходит для производства. Не, но я понимаю, что вы заслуженный химик России, и у вас есть чутье, и у вас есть опыт и профессионализм. Но, тем не менее, для меня вот в эту минуту стало откровением то, что состав горы Таратау, все специалисты с вашей стороны утверждают, что нам нужна именно эта гора, она подходит. Оказывается, еще не было геологоразведки и не было еще квалифицированной оценки. Значит, на эту гору была проведена изыскательские работы. И я уже не помню, в каком году, но это очень давно, это лет 40 назад, было выдано на разработку объеме 7 миллионов тонн для сахарной промышленности. Соответственно, все эти документы есть. Но это разные истории же, где вот сахарное производство, да, и но глицинированная сода. Анализы-то есть, которые показывают, что эта гора намного по содержанию примесей двуокиси кремния и магния, она лучше, чем все горы, и оно нам подойдет. Хорошо, тогда вот давайте вернемся к высказыванию Сергея Миронова, главного справедливого России, когда он говорил, что а чего ж тогда Башкирская компания так цепилась в эту гору? Ну пусть поищет чуть дальше, вдруг, да, скажем, более удачное месторождение найдутся. Вообще, господину Миронову я ничего не хочу сказать. Но он, наверное, не химик, это первое, да? Но он горный инженер. Он геофизик с 20-летним стажем. Ну, он геолог. Тогда я перебью его стаж, у меня 40-летний стаж. Ну, понятно. Так, это не является для меня аргументом. Это первое, да? Что значит поискать? Мы еще искали Карагане, искали Куштау, искали Худолазе. И нам дает Гумерова, да? Мы уже потеряли год. У нас нет времени. То есть вот сейчас получается, либо надо принимать решение, что мы далее не развиваем производство, потому что уже 4 года только осталось. Хорошо, господин Анан. Вот теперь о новости, которая стала поводом для сегодняшнего разговора в формате «После слоя». Вот в середине минувшей недели в уфимском отеле «Шератон» прошла встреча топ-менеджмента Башкирской содовой компании во главе с вами с представителем республиканских СМИ. Вот смысловой нагрузки в подобном общении без галстуков, казалось бы, не было, написал вот после сразу этой встречи журналист издания «Про Уфу» и газеты «Бонус» Рамиль Рахматов. Однако оказалось, что пишет он, что целью сбора журналистов стала попытка убедить их в том, что в 2015 году Минприроды России дало добро на снятие охранного статуса с памятника природы Таратау. А вот главред сайта «Медиакурсить» Шамиль Валеев считает, что прошедшая встреча – это разумный ход ситуации,
когда руководство СОДа понимает, времени для решения сырьевой проблемы уже практически нет, то, о чем мы сегодня уже не раз уже подчеркнули. По мнению автора, вот вас пойти на подобный формат общения с журналистами вынудила ситуация, когда молчать вроде как дальше уже нельзя. Вот содовому монополисту просто, мол, некуда деваться, пишет медиакурсеть. Вот, вынося разговор о судьбе содового производства в публичное пространство, топ-менеджеры башкирской содовой компании поставили руководство региона перед выбором. Или отдайте гору, или закрываем завод с его 9-тысячным трудовым коллективом. Вот. Но политолог Сергей Лаврентьев, также он был у нас в эфире «Эхо Москвы», он называет вот такие действия содового монополиста ультиматумом, шантажом. Вы уж извините, я просто цитирую разные мнения, которые я насобирал к нашему разговору. Вот, и вдогонку, на той же встрече без галстуков на минувшей неделе в Шаратоне, вы сказали, что в России уже существуют прецеденты, когда местные власти снимали охранный статус с региональных памятников природы. Вот проясните, пожалуйста, для нас, где и когда были такие прецеденты. Ну, прояснить я не могу, потому что я точно не назову. Я знаю, это в Татарстане было. Я объект не могу назвать, потому что это я могу потом уточнить и передать вам, да. Вот. Что касается шантажа нет. Мы, как монополисты, обязаны озвучить эту ситуацию. Мы обязаны поставить в известность Минпромторг, мы обязаны поставить в известность ФАС. За нами есть обязательства. Вот и все. Это не шантаж. Государство должно понять, что через 5 лет у нас не будет 1 700 000 соды. Это более 80% соды. Вот и все. Вот то письмо, о котором все упоминали на встрече без галстука, Минэкологии России якобы дало добро. Вот я нашел это письмо, и вот здесь я хотел бы зачитать буквально пару строчек. Что ответила Минэкология в 2015 году на возможное снятие охранного статуса горы Таратау? Изъятие земель природного заповедного фонда запрещается исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. И Минприроды России информирует, что законодательство Российской Федерации и Республики Башкортостан об особо охраняемых природных территориях не предусмотрено упразднение или ликвидация зон охраняемых природных территорий федерального и регионального значения. То есть, другими словами, если даже региональные власти, в данном случае башкирские власти, каким-то образом попытаются снять охранный статус горы Таратау, они тем самым нарушат федеральное законодательство, которое предусматривает создание охранного статуса, но исключает закрытие этого статуса. Не исключает, не предусматривает. Это совсем другой. Вот вы сказали прецедент. Ну хорошо, прецедент. Вот видите прецедент. Я нашел прецедент, когда во Владимирской области губернатор решил внести изменения об организации государственного природного комплекса заказника Клязьминско-Лухский. Это было судебное заседание в 2010 году. Так, по заявлению прокурора, решение главы Владимирской области было перечеркнуто. То есть любой прокурор мелкого районного уровня, если вдруг башкирские власти снимут охранный статус, он может опротестовать это, ссылаясь на федеральный закон. В федеральном законе написано, не предусмотрено. А не говорится о том, что нельзя. Не предусмотрено, законом регламента нет. То есть его надо разработать и внести, после этого снять. Вы это предлагаете кому это сделать? Разработать местным властям? Конечно. Которые пойдут против федерального законодательства?
Я говорю, местным властям, и оно внесется в федеральную. Просто федерально не запрещает. Федеральный закон говорит, не предусмотрено. Юристы... Но это... на нет и суда нет. Да нет, вопрос не рассматривается, да? Значит, надо рассмотреть, только всего. Ну, а какой резон местным властям инициировать? Ну, если местным властям резона нет, то у меня тоже, у меня тоже вопросы. Резона нет. Кстати, вот если мы вот говорим об этом конкретном случае, ведь об снятии охранного статуса, вот в пресс-службе правительства РБ на запрос журналистов сообщили, что документ из Уфы о якобы снятии в 2015 году охранного статуса действительно был, но положительного согласования из Минприроды не было. То есть Минприроды России? Да. Было. С целью оценки, пишут, с целью оценки перспектив развития башкирской содовой компании и дополнительного изучения законодательной базы в 2015 году правительство Башкортостана действительно направило Минприроды России запрос о возможности изменения статуса памятника природы регионального значения. В адрес Федерального министерства было также направлено дополнительное письмо с просьбой разъяснить механизм такой процедуры, о чем мы с вами говорим, а также оценить ее соответствие требований федерального законодательства и государственной политики в области охраны окружающей среды. Минприрода России, в свою очередь, дало заключение о том, что законодателям страны упразднение, изменение границ или изъятие части территории особо охраняемых природных территорий регионального значения не предусмотрено. Ну, то же в федеральном законе, более того, природные объекты, имеющие особо природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение образуют природно-заповедный фонд, изъятие земель которого запрещается. То есть вот запрещается. Вот и получается, что башкирские власти при всем желании не могут пойти против федерального законодательства. Ну, я хочу сказать насчет этого природоохраны и памятника. Ну, там эндемиков нет. Ну, вот все, что это, все признаки, которые можно исключить, чтобы сделать памятник. Есть памятник природы, там есть в законе возможность, когда экономическая целесообразность появляется. Ну, я слышал такую вещь, что возможно лишь не когда экономическая целесообразность, а когда историческая, вернее, географическая значимость объекта сама пропадает. Но не экономика не должна превалировать над чем-то иным. Экономические интересы сегодня у нас одни, завтра другие. Азамат, я, честно говоря, в этом деле небольшой знаток. Я могу пригласить в следующий раз, тогда, если вы хотите, юриста. Я, понимаете, почему вот так вот настырно у вас хочу все это узнать? Дело в том, что я хочу, чтобы наши радиослушатели поняли вот это вот положение дел, которое складывается в этой юридической казуистике. Ну, юристы же говорят так, у двух юристов 3 мнения. Kстати, вот я еще слышал такую версию, не версию, а такую вещь, почему башкирская содовая компания не продолжает разрабатывать шахтау уже подземным способом. В принципе, тогда мы бы ввели речь не о 4-5 годах оставшегося сырья, а гораздо больший срок. И я интересовался, у башкирской содовой компании на балансе сырья есть обводненный участок. Это горизонт 127. Я прав? Да. Вот если БСК его держит в резерве на сегодняшний день до сих пор, значит, что подземная разработка шахтау есть все-таки перспективы или нет? В резерве мы ничего не держим. Значит, но на балансе вашем он значится? Нет, на балансе тоже не значится. Это есть чисто теоретически, что высота горы от Балтики, 127 метров. Вот подножие горы. Ну. Вот. Ниже это уже водная, это Белой, Селиука и всех остальных. Если мы и так уже ниже этой точки ушли на 20 метров,
Если мы дальше пойдем, никто нам не дает Но гарантии. я спрашивал Минэкологии, этот горизонт, он значит на балансе у вас, как сырьевой резерв. Нет, Минэкология это не может даже знать. Ну, вы, за что вы дайте, нет, вот за что купил, за то продал, это мне всегда возмущает. Нет, когда я скажу, хорошо, все. Бульон от яиц. Господин Иван, у меня еще один вопросик остался, который я хотел бы успеть вам задать под занавес нашего разговора, тем более, что этот вопрос просил задать именно известный и уважаемый у нас в республике специалист Марс Гильярович Сафаров, о котором, конечно, наверняка тоже наслышаны, доктор химических наук, ваш коллега, профессор. Вот вначале он поясняет историю появления в тогдашнем БАССР предприятие «Сода». Вот процитирую его слова. «Стечение благоприятных факторов, а именно наличие сырья, известняка, соли и воды, река Агидель, ну, белая, скажем так, чтобы было вам понятно, обусловили организацию Стерлитамаки крупного содового производства. Теперь, по мнению ученого, ситуация в корне изменилась. По его словам, утвержденная еще в советское время проектная мощность составляла 125 тысяч тонн. Сегодня же БСК и сами сегодня подтвердили, выдает на гора 1 миллион 700 тысяч тонн. То есть производство соны возросло за эти годы в 15 раз. Поэтому запасы известняка Шахтау исчерпаны, а у башкирской компании заканчивается сырье. Вместе с тем воды всей Агидели, белой, реки Белой, недостаточно в 2,5 раза для разбавления сточных вод дистиллярной жидкости, содового производства допустимых норм. И вот вопрос от Марса Гильяровича. Не кажется ли вам, что при изменившихся условиях деятельности башкирской содовой компании Стерлитамаки должна быть прекращена вовсе, говорит профессор? Или же, как в крайнем случае, производство соды должно быть существенно снижено, а большая часть громадной по сравнению с затратами прибыли акционеры, куда со своими 38% входит и республика сама, направить на поиск передовых малоотходных технологий, высокотехнологических методов производства соды. Вот ваше мнение. Вот здесь очень много такого вот. Первое, высокотехнологичное. Вот я хочу сказать... У нас буквально минута осталась. Хорошо, тогда с чего? Высокотехнологично, я скажу, да? Очень красивая технология есть, но технология никак не может справиться с хлором, который надо соединить и как-то его обезвредить. Это первое. Второе, что касается насчет мощности. Есть государственный орган, который утверждает мощность. Если мы что-то не так сделали, то государственный 125 это сказка, которую господин Сафаров мне должен тогда показать, где это 125. Если одна линия. Ну, проектная мощность... Проектная мощность 45-го года. Изначально. Нет, 45-го года, который... Не 45-го. Ну, я говорю, до пуска. 53-го года, да. До пуска, который предполагалось синтез соды через каустическую соду. Понятно, господин Иван, но, к сожалению, эфир наш заканчивается. Вы знаете, вот я не знаю, с каким ощущением вы покинете сегодняшний эфир, но вот лично у меня сложилось мнение, с которым хотелось бы немножко вот поделиться буквально. Вот сидел, слушал вас, и вот о чем подумалось. Вот я как журналист общаюсь с достаточно большим количеством людей, вот и общественники, и политики, я вам говорил, интеллигенция, молодежь, словом, простые люди. Вот поймался я на том, что сторонников разработки горы Таратау я могу назвать на пальцах одной руки, ну, не включая, конечно, трудовой коллектив соды. И среди них люди разных национальностей, убеждений, социальных воззрений. И вот подумал, что если даже вдруг такое предложение будет принято в горе Таратау, то, наверное, все-таки судьей будут простые люди, ныне живущие их потомки. Вот я не знаю, это мое личное мнение в своей авторской программе. Но я думаю, что со мной согласятся многие. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли на этот очень непростой разговор для нас. Но вы дали нам очень много информации. Спасибо вам большое. На этом мы завершаем свой эфир. Всего вам доброго, всех благ. Никакого секрета. Мы говорим все.